прямом эфире телеканала «Милет» программа «Бызым». Аккымыс «Наше право» и я ее ведущая Оксана Лобода. Селям алейкум. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня мы будем говорить о том, кто такие кредиторы, чем они отличаются от коллекторов и какими правами обладают. А также узнаем, какие новшества законодательства, регулирующие сферу правоотношений между гражданами и кредитными организациями, ждут нас в новом 2017 году. Свои вопросы по этой теме вы можете задать, позвонив к нам в студию по телефону, который вы видите внизу экрана. Гость нашей студии – прокурор отдела в сфере экономики прокуратуры Республики Крым Юрий Одарченко. Юрий Васильевич, добрый вечер. Добрый вечер. Юрий Васильевич, расскажите, пожалуйста, какие организации в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право требовать кредиты с граждан? Ну, в настоящее время на территории Республики Крым действует 422 федеральный закон об особенностях погашения задолженности. И им предусмотрено, что организация, которая произвела и заключила договор цессии, необходимо пройти стадию согласования с Фондом защиты вкладчиков, который осматривает пакет документов, который был заключен по договору, и который размещается на сайте, и данные лица имеют право требовать. То есть в настоящее время это 3 организации у нас: фондовый конверс-центр, правовые инициативы и непосредственно DigiFinance.Rus. Данные организации имеют право требовать по долгам крымчан, получается. Вот они есть. И также, допустим, что касается деятельности коллекторов, которые будут действовать в интересах непосредственно, если будут привлекаться таковые с 1 января 2017 года, которые будут непосредственно внесены в госреестр юридических лиц, которые будут заниматься деятельностью именно, как в простонародье принято называть, деятельностью коллекторской. Да, то есть, которые будут действовать в интересах непосредственно лиц, имеющих право требовать. Спасибо. А скажите, пожалуйста, определяет ли закон понятие коллекторов? И что это за организации вообще? Или такого понятия нет? Нет, такого понятия в юриспруденции нету, не определяет. Но принято понимать, что по закону у нас получается это лица, которые действуют в интересах непосредственно кредитных организаций, которые привлекаются кредитными организациями для исполнения определенных функций по истребованию задолженности. А в чем разница, получается, между кредиторами и коллекторами? Ну, получается, кредитор, который непосредственно заключает договор в соответствии с нормами Гражданского кодекса, непосредственно заключает договор цессии, переступки прав требования, и он является новым кредитором и пользуется всеми правами. Непосредственно коллектор, так называемый, это лицо, которое привлекается непосредственно кредитором для осуществления определенных действий. То есть он действует в интересах этого лица. То есть вся разница. А по каким признакам человек может понять, что его долг продали коллекторам? Коллекторы, получается, необходимо, в том числе 230-й федеральный закон будет вступать в силу с 1 января 2017 года, который будет четко регулировать их деятельность. Непосредственно коллектор будет обязан представиться непосредственно заемщику, сообщить свои данные о том, кто он, в интересах какой организации действует непосредственно. Также получается, то есть, в принципе, он должен обозначить себя полностью. Тогда человек, в принципе, будет знать и может проверить все-таки законность его деятельности. Какие договора должны быть заключены между банком и коллектором? Должно быть ли какое-то дополнительное соглашение в таком случае, например, с должником? Нет, таких дополнительных соглашений не требуется. Просто-напросто кредитор новый, который заключил договор о цессии по уступке прав требования, он привлекает, естественно, по соглашению определенную организацию, которая будет осуществлять деятельностью. При этом только эта организация, если он такую привлечет, то есть может осуществлять именно взаимоотношения с заемщиком. При этом сама кредитная организация такого права лишается, то есть до исполнения. Скажите, пожалуйста, а если в адрес должника поступают, например, звонки с угрозами, да, от каких-то коллекторских фирм, смс-ки, может быть, бывает, пишут на дверях, да, там верни долг, иначе там сделаем тебе то-то и то-то. Как в таком случае быть? Необходимо при наличии таких моментов обращаться в правоохранительные органы, потому что налицо тут все правонарушения, и, в принципе, насколько повреждено имущество, также будет уже давать свою квалифицирующую оценку правоохранительные органы непосредственно. В частности, мы знаем, что в средствах массовой информации был
случай, когда даже вот коллекторы закинули бутылку с зажигательной смесью, попали в кроватку с младенцем, да, и он получил массу ожогов. То есть бывают даже вот такие крайние меры, вот идут люди на такие меры и приносят вред здоровью, жизни и людей. То есть это уже серьезное правонарушение с их стороны, да, и закон, наверное, как-то должен обезопасить в таких случаях Это вот уже граждан. преступники, это уже не коллекторы, это преступники, потому что все-таки коллекторы, они придерживаются соблюдения требований законодательства. В частности, они свою деятельность осуществляют на основании статьи 15 до 1 января, также поправлюсь, сразу 2017 года. Федерального закона 353 о потребительском кредите займе. Он более узко, просто-напросто определяет понятия все-таки и как они должны действовать. То есть временные рамки и все остальное. То есть вот то, что вы привели сейчас в пример, это уже преступление и какой, ну, как бы... Это каких-то третьих лиц еще, да? Они нанимают или как-то вот Это просто-напросто, да. Это уже осуществление какие-то, ну, Криминал. все-таки, да, так и больше ближе к криминалу. Ну, я бы не назвал все-таки это все-таки действиями лиц, которые осуществляют все-таки помощь в возврате кредита, потому что уже это преступники. Спасибо. А скажите, пожалуйста, можно ли вот подать в суд на коллекторов, если человек считает, что неправомерно с него взыскивают долг? Ну, если правомерность, неправомерность здесь определяется, в принципе, судом непосредственно. На коллекторов обратно же с 1 января 2017 года уже вступит и уже будет действовать непосредственно в административным кодексом предусмотрена ответственность за нарушение федерального закона. И если вдруг они выйдут более серьезно за рамки федерального закона, говорю, дальше уже будет оценку давать правоохранительные органы, если это уже будет квалифицироваться как преступление. Спасибо большое, Юрий Васильевич. А нашим телезрителям я напомню, что вы можете позвонить прямо сейчас к нам в студию и задать свой вопрос по теме правоотношений между коллекторами, кредиторами и заемщиками. На вопросы отвечает прокурор отдела в сфере экономики прокуратуры Республики Крым Юрий Одарченко. Скажите, пожалуйста, Юрий Васильевич, а есть ли какие-то законные основания вот еще вот не платить коллекторам? Вот на что следует обратить внимание, на какие документы, может быть? Вот вы говорили, они обязаны представиться, да? Да, ну смотрите, получается, для начала лицо, которое все-таки заключило договор цессии, обязано вам предоставить копии документов, которые подтверждали заключение такого договора и его обоснованность. То есть, чтобы вы понимали, насколько это все законно. Также при желании ознакомиться с, как, так сказать, называемыми мокрыми печатями документов, вы можете прийти по адресу расположения этой организации и удостовериться действительно в оригинале такого договора, о том, что не набран. Вместе с этим, также, что касается, допустим, 402 федерального закона, где регулирует деятельность Фонда защиты вкладчиков, именно соответствие законности таких документов проверяет Фонд защиты вкладчиков. И он уже проверяет непосредственно, возможно, невозможно. Обратно же по поводу, что касается коллекторов, законности их деятельности, организация также необходимо как бы уведомляет непосредственно о том, что такое необходимо будет привлекать коллекторов, которые будут осуществлять деятельность. Обратно же, говорю, четко ясно указано. И фамилия кредитора, она не может меняться. То есть лицо, которое будет привлечено как коллектор, так называемый, лицо, которое будет действовать в интересах кредитора, оно будет, как сказать, общедоступно. Его можно будет всегда... претензии, если будут какие-то возникать, то есть к определенному лицу. Не будет такого, что сегодня один, завтра второй, послезавтра третий. То есть такой, этот закон у нас 230, который будет вступать в силу, он будет регулировать эти правоотношения. А в том случае, если действия коллектора совершенно законны, да, ну, должник все-таки вот не хочет возвращать, да, свой долг, возвращать кредит. Что ему грозит в таком случае по законодательству? Ну, по законодательству здесь просто-напросто предусмотрено только одно. Естественно, что кредитор будет обращаться в суд, и дальше уже, в принципе, суд будет выносить решение. Может произойти взыскание в судебном порядке. Да. Да? И дальше будет привлекать уже приставов. Спасибо. А какие изменения ожидаются в законодательстве в 2017 году, вот именно касательно сферы взаимоотношений между гражданами и коллекторами-кредиторами? Ну, у нас, получается, поправки, вот, как я сказал, будет принят федеральный закон 230, непосредственно, который будет регулировать деятельность лиц, осуществляющих деятельность в интересах кредиторов.
Также непосредственно будет изменение внесены 422 федеральный закон в раздел 13, получается, в статье 1, если не ошибаюсь, получается. Там будет именно уже более подробно, то есть до получается, 1 января 2017 года действует непосредственно, как сказал, 15 статья 353 федерального закона. То есть тут будут внесены изменения, замена более подробно будет уже регламентирована деятельность коллекторов. 231 закон также будет, в части внесены поправки будут деятельность микрофинансовых организаций, которые осуществляют деятельность на территории республики. Это достаточно таких организаций, в принципе, их больше 100 на сегодняшний день осуществляют деятельность. То есть их деятельность также будет регулироваться, внесены поправки и изменения в федеральный закон. То есть будет все прозрачнее и для граждан. На что направлены эти изменения в законодательстве? То есть какова цель законодателя в этом случае? Ну, в принципе, как таковая, это все-таки регулировать деятельность, чтобы она была более прозрачна, понятна для заемщика, и все-таки как поступать в дальнейших правоотношениях, в том числе прозрачность вот таких случаев, когда договора пишутся, там, как говорится, мелким шрифтом, то есть или там подсрочный текст, там, как говорится, и определенные моменты. То есть это будет предусмотрено уже изменение очень серьезное в договорах. Договоры, которые будут заключаться, там будет прописано больше прав заемщика, которых он будет знать непосредственно не из интернета там, и от адвоката, а непосредственно это будет размещаться на первой странице договора, он может почитать это все. И, в принципе, то есть ему гораздо будет все понятней. Спасибо. Юрий Васильевич, скажите, пожалуйста, вот поступали ли к вам обращения граждан по такому вопросу? И, может быть, вот вы сталкивались с такими ситуациями, когда и как-то реагировали, может быть, даже да, на такие случаи, когда люди, например, приходят к так называемым риэлторам, да, и они обещают им оказать услуги по, например, поиску квартиры для снятия в аренду, да, этой квартиры. Вот. И также вот почему вспомнил этот случай, потому что вы сказали о договорах, которые пишутся мелким шрифтом, и люди, как правило, не вчитываются, не изучают до конца. И человек подписывает этот договор в этой риэлторской какой-то организации, фирме, и затем оплачивает эти услуги. Ему взамен должны предоставить номера телефонов хозяев, тех, кто будет сдавать эти квартиры, да? Вот. Но в итоге там номер телефона не отвечает, других номеров не дают, просто не поднимают трубки, и люди не могут вернуть себе деньги, которые они оплатили этим риэлторам. То есть вот почему так происходит, на ваш взгляд? Вот и почему спрашиваю? Потому что все-таки вы прокурор отдела в сфере экономики, да, то есть были ли такие вообще обращения граждан? И как вы считаете, с чем это связано? Вот именно с правовой неграмотностью людей, да, с доверием каким-то? Вот. И как можно в таком случае вообще быть? Можно ли обратиться в прокуратуру за защитой своих прав? Да, необходимо обращаться в прокуратуру с такими моментами, если такие возникают действительно, дабы мы провели соответствующие проверки законности деятельности. Но таких фактов не было, да, еще обращений? Честно сказать, вопрос, честно сказать, не совсем ко мне. Все-таки у нас в отдел как бы сотрудников достаточно, и которые занимаются именно этим вопросом и могут дать более развернутый ответ уже больше. В принципе, более как подробно. бы, да, если обратятся в прокуратуру, как говорится, такие факты будут рассмотрены и приняты меры прокурорского реагирования, соответственно. Спасибо. А скажите, пожалуйста, что касается деятельности организаций, которые делают микрозаймы. Вот вы о них тоже упомянули. Вот есть ли нарушения какие-то в их деятельности, да, и вот как законодательство регулирует их деятельность? Прокуратура республики на постоянном контроле, в принципе, держится данная ситуация. Микрофинансовые организации, я говорю еще раз, как бы ведут активную деятельность на территории Республики Крым, выявляются нарушения, ну, они носят не массовый характер, в принципе. Как бы, в принципе, прокуратура постоянно реагирует на данные факты, как бы выявляет. Обращение граждан есть по этому поводу? Да, как бы не то, что как бы их массовость, то есть, ну, в принципе, имеется. Поступает. Да, в принципе, всегда. Ну, какие-то нарушения находятся в их работе, и какая реакция вот в таком случае? Это какие-то административные штрафы или это протоколы составляются? Как? В основном, как бывают, ну, как бы, нарушение выявляется 353-го федерального закона о потребительском кредите, 151-го микрофинансовой деятельности, получается.
Прокуратура реагирует, вносит представление. Зафиксирован случай единичный, получается, когда микрофинансовая организация осуществляла свою деятельность без постановки, как говорится, и внесения ее в реестр микрофинансовых организаций. Было в прокуратуру Республики Крым направлены материалы Центрального банка. То есть вы также это проверяете, находится ли такая организация в реестре? Да, мы проверяем непосредственно материалы, направляем в Центральный банк для рассмотрения и привлечения к административной ответственности. Нами направлено в этом году уже материалы. И по таким обращениям могут ли, может, какие-то такие серьезные вещи, меры быть приняты, да, как на лишение, например, лицензии или что, вот какие меры? В случае повторного нарушения 353 федерального закона о потребительском кредите займе может быть принято решение об отзыве, то есть непосредственно без исключения из СРО, непосредственно данной микрофинансовой организации и последующего ее уже ликвидации. Спасибо большое. Юрий Васильевич, время нашей программы подошло к завершению. Телезрителям я напомню, что мы говорили о том, кто такие кредиторы, чем они отличаются от коллекторов и какими правами обладают. А также узнали, какие новшества законодательства, регулирующие сферу правоотношений между гражданами и кредитными организациями, ждут нас в новом 2017 году. На вопросы отвечал прокурор отдела в сфере экономики прокуратуры Республики Крым Юрий Одарченко. На этом все. До встречи в пятницу в 19:00. Хорошего вам вечера. До свидания.